Информационные итоги дня подводит программа «Новости» в студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Потенциал Северного Кавказа на развитие страны. Должны и имеем возможность и создавать рабочие места, и предоставлять услуги самого высокого международного уровня. В Ессентуках прошло совещание, посвященное перспективам развития агропромышленного комплекса СКФО. Счастливое спасение. Сотрудники МЧС вывели из огня 5 детей. Свежие овощи и ценные злаки. Гектару 150 мы засеяли яровой овес и ячмень. Корму 15 гектаров на зерно. Посевной сезон в самом разгаре. Исполнительные спортсмены. Рукопашный бой является служебно-прикладным видом спорта всех силовых структур. И следует отметить, что уровень команды ФСИН России очень высокий. В Грозном проходит чемпионат страны по рукопашному бою среди сотрудников ФСИНа. Глава Чеченской Республики прокомментировал санкции Австралии против России. Он отметил, что они никак не повлияют на внутреннюю и внешнюю политику страны. Рамзан Кадыров подчеркнул, цитата: «Все это было бы смешно, если бы за этим не стояли серьезные политики, определяющие отношения с мировыми державами. Наивно полагать, что подобными методами Австралия или другие страны могут повлиять на внутреннюю и внешнюю политику России. Наш президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин неоднократно говорил, что языком санкций нельзя строить отношения с Россией. Это бесперспективно. Мы, пехотинцы Владимира Путина, считаем за честь быть в списке тех, кем недовольны явные враги России». Конец цитаты. При этом глава республики усомнился в дипломатичности министра иностранных дел Австралии Джулии Бишоп, отметив, что ранее власти Австралии безрезультатно препятствовали его лошади участвовать в скачках на Кубок Мельбурна. Мурлян все-таки удалось занять призовое 3-е место. Напомню, во вторник в Австралии вступили в силу санкции в отношении России, введенные в сентябре 2014 года. Как сообщила австралийский министр иностранных дел, меры касаются ограничений на экспорт и импорт вооружений и сопутствующих материалов. Несмотря на это, в санкционный список также был включен глава Чечни Рамзан Кадыров. В Ессентуках прошло совещание, посвященное перспективам развития агропромышленного комплекса СКФО. Большое внимание на встрече уделялось вопросам научного обеспечения развития агропрома Северного Кавказа и внедрения в сельскохозяйственное производство новейших энергосберегающих технологий. Как отметили участники встречи, АПК является ключевой отраслью экономики СКФО, роль которой стала критически важной в существующих экономических реалиях, и не только для округа, но и для всей страны. Научное обеспечение развития агропромышленного комплекса СКФО – эта тема стала главной на совместном совещании Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Федеральным агентством научных организаций. В начале встречи слово взял Лев Кузнецов. Почему мы здесь собрались? Именно на Северном Кавказе? По нескольким причинам. Первое, у нас мощнейший потенциал. И мы это уже не раз подчеркивали, встречаясь с коллегами, с нашими сельхозпроизводителями. Далее руководитель Федерального агентства Михаил Котюков отметил, что Северный Кавказ имеет огромные возможности для развития АПК. Необходимо только разработать конкурентоспособные проекты, которые могли бы обеспечить как и внутренние, так и внешние рынки. Таких в ходе встречи было предложено 3. Лев Кузнецов отметил, что каждому региону необходимо эффективно использовать свои внутренние резервы. В ходе встречи было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве между министерством и Федеральным агентством. После здесь же состоялось еще одно совещание, но уже по вопросам улучшения инвестклимата и развития предпринимательства в регионах СКФО. Генеральный директор агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Андрей Никитин в своем выступлении отметил, что хорошие показатели по продвижению инновационных проектов имеют лишь 2 региона. Отдельно хотел выразить благодарность Чеченской Республике, потому что там все это было проведено на наивысшем уровне, Ставропольскому краю и в целом, конечно, все стараются, и спасибо большое, что мы, я думаю, получим хорошие результаты и увидим позитивные вещи.
А уже после совещания участники встречи дали большую пресс-конференцию. В основном журналистов интересовало, как будет развиваться экономика в условиях западных санкций. Лев Кузнецов заверил, ни один из крупных проектов в регионах СКФО свернуть не будет. Мы через эти проекты, и Кавминвода, и Архыз, и Эльбрус, и Ведуч, и Мамисон, и многие другие должны и имеем возможность и создавать рабочие места, и предоставлять услуги самого высокого международного уровня и через это формировать новое экономическое пространство, при том, что очень важно для малого и среднего бизнеса. В завершении встречи Лев Кузнецов еще раз подчеркнул, что в период непростой экономической ситуации регионы страны могут выжить и стать сильнее за счет развития собственной экономики. Аслан Эльбукаев, Абубакар Абазов. Новости. Циклон, бушующий в ряде регионов России и в столице Чечни, пока ощущают лишь в виде мокрого снега и незначительного похолодания. Однако, что для глубинки страны норма, для жителей юга уже аномалия. С чем она связана, выяснял наш корреспондент. Зима посреди весны и снег посреди травы. Нетипичное похолодание для этого времени года синоптики объясняют просто. Теплый циклон выдавливает холодный фронт. В таком противостоянии атлантический циклон с Черного моря будут по прогнозам находиться еще 2 дня. И потом весна вступит в свои законные права. Однако пока жители Чхой-Мартана достают и зимние вещи, сами синоптики жителей успокаивают. Потепление в апреле чуть ниже нормы, среднетемпературной. Вот. Осадки тоже чуть ниже нормы. В общем, весна вступает в свои полноправные права. Погода бьет очередные рекорды не только в центральной России, но и на юге страны. Природные рекорды затронули и Шелковской район. Там сильный порывистый ветер достигал 24-25 метров. Однако в целом в республике лишь похолодало на несколько градусов. В горных районах наблюдается сильный туман и плохая видимость на дорогах. Причиной сильного ветра стал так называемый атмосферный фронт, образованный при встрече циклона с пониженным атмосферным давлением и антициклона с повышенным атмосферным давлением. Эти же причины вызвали понижение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако синоптики говорят, что погода все-таки бьет очередные рекорды. Так долго не дуло с 1986 года. Сразу 2 циклона устроили настоящую битву над центральной и южной Россией. Результатом стал сильнейший ветер, который уже успел натворить немало бед. Самую большую опасность представляют деревья. И хоть непогода и шторм обходят нашу республику стороной, МЧС и жителей призывают быть бдительными. Центром мониторинга и прогнозирования, который у нас существует, делается прогноз вероятности возникновения чрезвычайной ситуации на нашей территории. Этот прогноз вероятности мы доводим тоже до органов местного самоуправления, чтобы, если необходимо, задействовать систему оповещения и довести до населения. А также доводим до министерств, ведомств, организаций на территории нашей республики. Что касается тех чрезвычайных ситуаций, которые произошли на юге России, в частности в Дагестане, Ростовской области, Ставропольском крае, по нашим данным, по тем прогнозным данным, которые у нас составлены, таких масштабных чрезвычайных ситуаций не ожидается. Сегодня на метеорологической станции ведутся наблюдения за изменениями погоды. Здесь через каждые 3 часа в Ростов направляют данные о температуре, направлении ветра и осадках. Именно эта информация позволяет спрогнозировать погоду на ближайшие дни. Однако синоптики заверяют, уже через 2-3 дня циклон перестанет хозяйничать над центральным и южным регионами. И уже тогда жители смогут вновь убрать свои теплые вещи до следующей зимы. Алевтина Банадыкова, Зура Саламова, Халид Мавсаев, Султан Умаров и Зелим Закаев. Новости. Происшествие, которое чуть не привело к трагедии. В Ленинском районе столицы произошел пожар. В момент возгорания в доме оказались 5 детей. Благодаря оперативности спасателей их удалось своевременно вывести из огня. История счастливого спасения в материале Зуры Саламовой. О том, что в доме случился пожар, его маленькие жильцы узнали не сразу. Огонь загорелся в детской и стал медленно расходиться по остальным комнатам. В этот момент дети находились в доме одни. Первыми на помощь пришли случайные прохожие. Именно они увидели огромные клубы огня, поднимавшегося с крыши. Через несколько минут на место происшествия подъехали пожарные. К этому времени детей уже удалось вывести на улицу и отрезать от электроснабжения частный сектор. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь и предотвратить распространение огня на соседние дома. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горит крыша жилого дома. Примерная площадь составила 270 квадратных метров. Начальником караула были вызваны дополнительные силы к месту вызова. Произвели подачу
2 стволов Б для локализации пожара. В момент пожара родители находились в больнице. Роза Сальмурзаева ухаживает за тяжело больным мужем, из-за чего ей часто приходилось оставлять детей одних дома. Пятеро детей, старшему из которых 13 лет, сейчас находятся у соседей. Больше всех переживает Дагмара Сальмурзаева. Девочка думает о том, где придется жить ее семье. Сейчас пожарные выносят остатки мебели и то немногое, что уцелело от огня. Маленький диванчик, постели, немного одежды – это все, что сохранилось у многодетной семьи. От одноэтажного дома Сальмурзаевых остались голые стены. Зура Саламова, Хальд Маусаев, Джамал Хаджалеев. Новости. На федеральной трассе «Кавказ» произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля ВИЗ Хасан Мусаев, двигаясь со стороны села Билгатой в направлении Мискир-Юрта, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Столкновение произошло с автомашиной марки ВАЗ-21-140 под управлением Мейрбека Сайтханова. В результате дорожного происшествия водители с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения Грозного и Аргуна. Впоследствии житель села Сагунты Сайтханов скончался. На 666-м километре из-за погодных условий автомобиль ВИЗ, не справившись с управлением, снег шел в этот день, и несоответствие погодных условий он выехал на встречную полосу движения, и в результате чего получилось столкновение. Еще одно ДТП с летальным исходом произошло утром. Водитель легковушки Тамерлан Мунаев при выезде из села Закан-Юрт, по предварительным данным, из-за превышения скорости не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате полученных травм 35-летний Тамерлан Мунаев скончался на месте. Продолжаем выпуск. Бюджетное финансирование посевной увеличилось в этом году втрое по сравнению с 2014-м. На посевные работы государством выделено 105 миллиардов рублей. Миллионы гектаров земли в стране уже засеяно. Работа кипит и на полях Чеченской Республики. С последними новостями от аграриев Шелковского района Алевтина Банадыкова. О земле матушки, как говорится, сегодня заботится всем миром. Посевные работы начали еще в середине февраля и уже засеяли 4000 гектаров огурцов и столько же ярового ячменя. Единственное, что может помешать всходам, так это погода. На нее надеются и ее ждут только хорошую, без обильных осадков. Нам выделили в пределах 200 миллионов рублей на проведение весенне-полевых работ. Мы закупили на минеральные удобрения, нам дали 100 миллионов. На закупку семян 70 миллионов, на закупку средств защиты растений 30 миллионов. Всего в этом году должны засеять более 100 тысяч гектаров яровых, а еще овощных, зерновых и бахчевых культур. Посевной в Шелковском приступили в марте, а вот в мае будут уже засеивать поля рисом. Есть у агрономов и дедлайн, уже пора заканчивать посев овощных культур. Кстати, семена сахарной свеклы, томатов, огурцов зарубежные, а вот зерновых свои собственные. Посевная у нас начался где-то 15-16 марта месяца. И с этого дня идет активная работа по весенне-полевым работам. Засеяно пока 738 гектаров яровых. На некоторых полях сырость еще не позволяет производить посев. В профильном ведомстве рассказывают, сегодня активными темпами идет реорганизация хозяйств. Сами фермеры в первую очередь надеются на местные власти. Ведь лизинговые платежи возмещают из республиканского бюджета. И это 54 миллиона рублей. Задолженности перед Росагролизингом в Министерстве сельского хозяйства обещают погасить уже в ближайшие сроки. Гектаров 150 мы засеяли яровой овес и ячмень. На корму 15 гектаров на зерно. А зимой мы посеяли 540 гектаров. Сейчас мы получили через Минсельхоз 27 тонн удобрений на элит семену. Сейчас мы сегодня заканчиваем вот этот 270 гектаров. «Готовься, а не летом», гласит известная русская пословица. Фермеры ей следуют неукоснительно. Ведь будущий урожай зависит от того, что сегодня успеют посеять агрономы. Времени осталось не так много, да и погода в любой момент может внести свои коррективы. Алевтина Банадыкова, Адам Чекуев и Луиза Юнусова. Новости.
Один из смертельных недугов, передающихся по наследству. Научно-исследовательская лаборатория при ЧГУ проводит исследования по генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Если же рак уже выявлен, диагностика на клеточном уровне позволит подобрать каждому больному индивидуальный метод лечения химиотерапии. Все детали выясняла Динара Мурадова. Исследование генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям – работа сложная и кропотливая. После сдачи крови на анализ ДНК в течение нескольких часов проходит комплексная проверка биоматериала на онкомаркеры, и результат готов. Каждую пробирку раскапываю праймер для определенной последовательности. Эти праймеры, как я уже говорила, они умеют находить и считывать именно ту информацию в молекуле ДНК, которая несет данную мутацию или не несет, конечно. Потому что суть моей работы, нашей работы заключается в том, чтобы выявить наличие мутации или их отсутствие. Научно-исследовательская лаборатория ДНК-диагностика при ЧГУ функционирует не первый год, но исследования такого уровня здесь проводят впервые. Современное оснащение позволяет выявить рак внутренних органов на клеточном уровне. На данном этапе мы в лаборатории можем провести анализы на BRCA, 8 распространенных мутаций, BRCA1 7 и BRCA2 1 мутацию. И можем провести анализы на вот эти вот новые гены, ассоциированные с раком кишечника и толстой кишки, это KRAS и NRAS. Поскольку мы же не делаем одну мутацию отдельно, как правило, несколько образцов одновременно обрабатываем, потому что за это время, за этот период можно выявить 96 образцов, обработать. Лаборатория сотрудничает с Республиканским онкологическим диспансером. Здесь помогают врачам подобрать для своих пациентов индивидуальное лечение. Мы делаем им генетические анализы на наличие этих мутаций. Зачем это нужно? Это как раз-таки связано с тем понятием, современным понятием, которое появилось в последнее время – персонально модифицированная медицина. То есть необходимо использовать различные виды терапии в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных мутаций. Помимо этого мы можем выполнять и анализы, ПЦР-анализы на инфекционные заболевания. Ежегодно от онкологии в России погибают сотни тысяч человек. Поэтому те, у кого есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, все чаще принимают решение пройти полную диагностику. В большинстве случаев на ранней стадии рак лечится достаточно успешно. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости. Третий месяц года литературы для курчалоевцев ознаменовался пополнением книжного фонда. Жанр литературы самый разный. Книги получены в дар от 3 республиканских библиотек. С этой же миссией сотрудники книгохранилищ побывают во всех районах республики, рассказывает Луиза Хатуева. Необычный автобус у Дома культуры привлек внимание и детей, и взрослых. В нем аккуратно расставлены шкафы с книгами и журналами. Всего их здесь может поместиться 7 тысяч. Несмотря на дождливую погоду, работники 3 республиканских библиотек с раннего утра отправились в свои первые литературные гастроли. Национальная библиотека Белгой, детский республиканский библиотек Белгой, методическую помощь оказывать тешь. Мог был бы без, мог низ лел без, мог читатель сюда без. Ах, программы, что специально, что кетчин, и программы, что болдеш, что кишкишаш, солтен. Сотни книг и журналов, а также литературу для слепых гости передали в дар районной библиотеки, а для ее сотрудников провели мастер-класс. Приехали с оказанием методической помощи библиотек, поскольку мы знаем, что сегодня сельские библиотеки – небольшие проблемы. Это проблемы и с помещением, с книжным фондом, но не менее важная проблема – это сегодня, что на селе нет специалистов. И сегодня зачастую сельские библиотеки не владеют азами библиотечного дела. До 2015 года, до конца, эти выезды будут постоянные. И я думаю, что мы за оставшийся период сможем охватить все районы нашей республики. Библиотечный тур пройдет по всем районам Чечни. Это поможет обеспечить дома книг недостающей литературы и повысить квалификацию сельских библиотекарей. Также в Национальном книжном хранилище для них будут организованы специальные литературные программы. Луиза Хатуева, Хаважи Мунаев. Новости. И в продолжении литературной темы председатель Союза писателей Чечни Канте Ибрагимов презентовал свой новый труд. Роман «Стигл» написан от первого лица и основан на записях тяжело больного чеченца. Потерявший родителей еще в раннем детстве, герой книги рассказывает об испытаниях судьбы, через которые ему пришлось пройти. Читатель от корки до корки переживает все события.
Родился я в депортации, в ссылке, в пустыне Кызылкум. Отца не помню, а вот мать, даже ее теплый, нежный запах до сих пор помню. На воспоминаниях героя и повествовании от первого лица построен практически весь роман «Стигал». В таком жанре писатель Канта Ибрагимов работал впервые. Невыдуманная история рабочего нефтяника, страдающего серьезным недугом и продолжающего жить ради единственной цели – отомстить за сына, уже завоевала сердца многих читателей. Развитие национального романа – это очень отрадно. И что именно Канта Ибрагимов вносит в это свой вклад, это тоже знаменательно в связи с тем, что мы сегодня здесь собрались с его романом «Стигал». Вот роман сам на меня на самом деле произвел впечатление с разных ипостасей. И для меня вот основополагающим было следующее, что символичным мне показалось герой болен, но вместе с тем в романе звучит музыка, жизнеутверждающая силы музыки. Это вот меня приводило к мысли, что все-таки все будет замечательно. Впереди нас ждут очень яркие, большие перспективы. То есть впереди ждет жизнь, несмотря на то, что герой, в принципе, понятно, что он умирает. Сегодня Канта Ибрагимов презентовал роман «Стигал» широкому читателю. Над новой книгой он работал около года. В поиске лучшего варианта порой перечеркивал целые главы, рассказывает писатель. Когда работаю, составляю план, допустим, очередной главы, я записываю маленький план, будет то. Это план на день, на два, на неделю, может быть, я пытаюсь раскрыть идею. И этот план меняется, каждый день меняется. Я сам не знаю, куда я приду, потому что ты идешь вслед за героями, вслед за сюжетом. В своем новом труде Канта Ибрагимов максимально точно передал дух времени. Факты для него – неприкосновенность. Каждый образ и действие под властью реального исторического процесса. В романе «Стигал» действие разворачивается в современности. Чтобы соблюсти точность, много времени писатель посвятил работе в архивах и библиотеках. Писать о новейшей истории, о сегодняшних событиях – это очень нелегко. Пытаюсь быть объективным, правдивым, честным самим собой. И в этом отношении, допустим, этот роман «Последний «Стигал», он написан от первого лица, я это писал впервые, и это оказалось очень сложно писать от первого лица, от себя. И при этом приходится быть исключительно правдивым самим собой. Стол писателя и сейчас завален документами. Он работает над вторым изданием биографии Петра Захарова. В прошлом году выяснились новые факты из жизни художника, которые после кропотливого исследования автор добавит в новый том. Санета Тутаева и Елизавета Чапханова. Новости. За свои 95 лет герой нашего следующего сюжета пережил и принимал активное участие в важных событиях из мировой истории. Он бился на Курской дуге, сражался за Харьков, участвовал в освобождении Югославии. В гости к ветерану отправилась Елизавета Чапханова и узнала много исторических фактов из первых уст. Еще пару лет назад Асланбека Эсмурзаева было сложно застать дома. С удочкой у реки он мог сидеть часами. Правда, теперь здоровье уже не то, рассказывает он. В свои 95 Асланбек предпочитает сидеть дома и слушать новости через старый радиоприемник. Привычка осталась еще с советских времен. Именно по радио он в далекие 40-е услышал о начале войны. На фронт 20-летний юноша пошел добровольцем. Храброго парня сразу приняли в кавалерийскую дивизию. В ее составе он бился на Курской дуге и сражался за Харьков. Особенное чувство в памяти ветерана оставила схватка с бойцами немецкого гарнизона в Белграде и освобождение союзной Югославии. Sabahın bir et boğuşmak kantabisi yok reğoner on. Vay açık urus martanel yok mer. Отсюлил район шесть дашари. Скромная книжка с приказом о награждении солдат Третьего Украинского фронта для него особенно дорога. За освобождение Белграда верховный главнокомандующий Иосиф Сталин объявил фронтовикам благодарность. Время тогда было тяжелое, но бодрость духа и веселый нрав помогали Асланбеку Эсмурзаеву справиться с боевыми буднями. Танковый десант богатырь то сразу подбитый танк. Сразу. Алхамдулилlah, сердце чувствует.
В то время, когда советские армии наступали на Германию, Асламбек Эсмурзаев участвовал в борьбе за Будапешт. 108 суток войска 2 и 3 украинских фронтов вели беспрерывную битву. Падение важнейшего узла сопротивления фашистских захватчиков стало, можно сказать, одним из решающих факторов в исходе войны. Здесь же, в небе над Будапештом, Асламбек Эсмурзаев увидел победный салют. Елизавета Чепханова, Хаважа Мунаев, Луиза Юнусова. Новости. Уплата страховых взносов и налогов, получение кредита и аренда помещений. Телеканал «Грозный» запускает новую рубрику «Бизнес-справочник». Компетентные органы ответят на все проблемные вопросы предпринимателей. Для этого свои вопросы отправляйте на наш электронный адрес или позвоните на номер телефона, который вы сейчас видите на экране. «Бизнес-справочник» каждую субботу в эфире новостей на телеканале «Грозный». Не пропустите. И исполнители, и спортсмены. Впервые в Грозном проходит внутриведомственный чемпионат страны по рукопашному бою. В нем принимают участие около 300 сотрудников службы исполнения наказаний России. Первый соревновательный день в следующем материале. Чемпионат по рукопашному бою среди сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России начинается с исполнения российского и чеченского гимнов. 48 команд-участниц выстроились на парад в честь торжественного открытия турнира. Самые именитые спортсмены в зале – чемпион мира и Европы Рахман Джанаев и победительница Кубка мира, мастер спорта Любовь Мордвина поднимают флаги чемпионата. Рахман Джанаев сегодня также получил и удостоверение заслуженного мастера спорта по рукопашному бою, мастера по комплексному единоборству, а также специальный приз – медаль за усердие в службе. На подобных чемпионатах спортсмен с успехом выступает не первый год. Рукопашный бой выступает с 2007 года, выступает за Европы, за мира, заслуженный мастер спорта. За участник шдух был, сотрудник шдух мобы, дик бойцы шбух за сборную России, карбеш шдух за. Алла очень бедza, дик чего проиграл, доктор жуховали. Свои награды за спортивные заслуги получили и другие спортсмены, после чего уже начались сами поединки. Чеченская команда в прошлом году на турнире взяла 3-е место. Ну а домашний чемпионат сотрудники УФСИНа Чечни настроены выиграть. У нас тоже есть своя команда, которая входит в Федерацию рукопашного боя. Постоянно тренируются. Борьба будет сложной, и я надеюсь, что мы окажемся в числе призовых команд. В первую очередь это важно для нашей республики, потому что мы хотели показать сотрудникам нашей системы, как восстановили наш город, как процветает сегодня наша республика. На первом в Грозном внутриведомственном чемпионате страны по рукопашному бою принимают участие около 300 сотрудников. Среди почетных гостей турнира министр спорта республики Хасмагомед Хизриев и президент Федерации рукопашного боя Чечни Абдулла Алаудинов. Это уже для нас результат, что участники приехали в Чеченскую республику и здесь проводят соревнования, и они увидят своими глазами, как процветает Чеченская республика и гостеприимство чеченского народа. Сами спортсмены, я думаю, что покажут себя на ковре и уедут отсюда с хорошими впечатлениями. Растущий уровень участников чемпионата страны среди сотрудников ФСИНа отметил и заслуженный тренер России по армейскому рукопашному бою Усман Дигаев. Данный вид спорта, рукопашный бой, является служебно-прикладным видом спорта всех силовых структур. И следует отметить, что уровень команды ФСИН России очень высокий, так они, как всегда, занимают высокие призовые места. Команда Чеченской республики также является членом сборной по рукопашному бою России. Я для себя отметил высокую организованность как самих участников и проведения. В чемпионате по рукопашному бою участвуют сотрудники ФСИНа со всех регионов России. Исключением не стали и представительницы слабой половины. Одного соревновательного дня для выявления победителей не хватило. Итоги турнира подведут только в пятницу. Хамзат Аюбов, Винади Шалаев, Зелим Закаев. Новости. И это был последний материал нашего выпуска. Я желаю вам только хороших новостей. Алиф Велш.